Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В этом году православная и католическая Пасха совпали. 20 апреля в Словении отмечают Пасху. В ночь с субботы на воскресенье по всей Словении прошли торжественные пасхальные богослужения. В славянских храмах традиционно освещают пасхальные корзины с домашней выпечкой, с вареными крашеными яйцами, с ветчиной и хреном, символами жизни и возрождения. Верующие собираются за праздничным столом, и славянские дети, так же как и российские, играют пасхальными яйцами, стараясь своим разбить яйцо соперника. Всех верующих поздравляю со светлым праздником Пасхи. Христос воскресе! Да будут ваши яйца целы! На днях моя подруга посетила кафе в супермаркете «Макси» в самом центре Любляны напротив Дома правительства. Придя домой, она сразу почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура, началась рвота и диарея. Позже в новостях объявили, что в универмаге «Макси Маркет» произошло загрязнение питьевой воды, вызвавшее вспышку кишечной инфекции среди посетителей и сотрудников. По состоянию на 18 апреля зарегистрировано 36 пострадавших. И это, скорее всего, те люди, которым пришлось обратиться в больницу. Моя подруга в больницу не обращалась. Анализ воды показал наличие фекальных загрязнителей, включая норовирусы и саповирусы, а также бактерию Е. коли. В новости говорят, что загрязнение было ограничено только внутренней системой водоснабжения супермаркета «Макси». Таким образом, власти успокаивают жителей Любляны, уверяя, что остальная вода в Любляне остается чистой и пригодной для питья. Расследование продолжается, а я пока, пожалуй, буду пить только кипяченую воду. Тем временем в Словении продолжается конфликт между мэром города Любляны Зораном Янковичем и обществом. Канализационный канал ЦО стали строить в 2018 году вблизи Любляны. Он должен объединить 3 муниципалитета – Медводы, Любляну и Водице. Канализационный канал должен подключить все эти 3 района к одной канализационной станции, которая находится в Любляне в районе Залог. Проект стоит около 40 миллионов евро. Однако новый канализационный канал проходит вблизи водоохранной зоны, которая является источником питьевой воды для более чем 300 тысяч жителей Любляны. Это, конечно же, вызывает опасения у экологов и местных жителей, в том числе моей подруги, которая отравилась в Макси-маркете. Строительство нового канализационного канала постоянно сталкивается с проблемами и судебными исками. Зоран Янкович неоднократно был обвинен в коррупции, и сейчас произошел очередной удар по его репутации. Конституционный суд постановил, что указ, согласно которому город Любляна экспроприировал земли владельцев вдоль маршрута канала ЦО, что позволило продолжить строительство канала, является неконституционным. Зоран Янкович знал, что его действия противоречат Конституции, но он все равно это сделал, потому что знал, что суд отменит указ лишь спустя годы, когда этот канал будет уже построен. Заявили обманутые землевладельцы и противники строительства канала на митинге перед зданием мэрии. Несмотря на то, что на дворе 21 век, остается непонятным, будет ли в итоге построена канализация вблизи Любляны или нет. А нет, в новостях пишут, что Словения – одна из самых передовых стран ЕС. В Словении решили запретить ароматизаторы в электронных сигаретах. Закон вступает в силу с 24 апреля. Помимо Словении, этот запрет действует и в других европейских странах, таких как Эстония, Литва, Латвия, Дания, Венгрия, Нидерланды и Финляндия. А в Голландии, что удивительно, за год после запрета появилась оптимистичная статистика. Употребление электронных сигарет в Голландии сократилось как среди подростков, так и среди взрослых. Ежедневное использование сократилось с 29 до 18%, еженедельное с 30 до 14%, а ежемесячное с 42 до 16%. У известной славянской рестораторки, владелицы мишленовского ресторана «Хиша Франко» Анны Рош, посадили в тюрьму супруга. Урбана Стояна Рош обвиняют в том, что он брал кредиты на свою компанию и использовал их не по назначению. В итоге его приговорили к 15 месяцам заключения и штрафу в размере 434 тысячи евро. Адвокаты Анны Рош пытаются обжаловать решение суда.
И будем надеяться, что приговор будет смягчен. Надеюсь, что известный славянский мишленовский ресторан «Хижа Франко» не закроется, а получит еще одну мишленовскую звезду. Ну а если закроется, то звезду получит следователь. А тем временем другая звезда, но только уже в небе, осветила Словению зеленым светом в субботу около 9 часов вечера. Ученые утверждают, что это была комета или кусок метеорита. Данное происшествие попало в объективы видеокамер. Друзья, ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 10 до плюс 23. Пасмурно. Спасибо, Алиса. Обожаю это слово. Повторите его еще раз, пожалуйста. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!